وکیل مردم هستید. تمام وای چی در دست شما است. از همین جا ویران شد تا سطح پایانش ویران میره. بعضا نفرها در اینجا من همین وای پرتافتن که اف کردیم و ایواز کردیم دیگر کردیم. کی صلح را نمیخواهد، کی تنجی و وحدت ملی را نمیخواهد، دست بردارد. کی ازید مقصد ما صلح و صلاح است آخر؟ دیگر مقصد دیگر نداریم. ملت نیست می شود، دولت پارچه پارچه می شود و اون سیاستی که رابطه دولت و حکومت گرفته است به فکرم که به منفعت مردم است و یگان غرض دیگر ندارد. من به شما باور میکنم، من به شما تکیه میکنم، من به یک جای با شما کار کردن و فعالیت کردن دارم، چون که اساسی انتخاب رابطه دولت دستگیری شما بود. جمهوری را همه ما ششتگی ها من همیشه گناهکارای اساسی هستیم. به درجه همین حالت ما آوردیم. خلق بیچاره گناهکار نیست. وقتی رفیقان یک ملت خود با خود میزند هیچگاه لیدر پیدا نمی شود. ندیم یک دیگر فهمی باید باشد. پگاه جلسه شورای عالی که سر شد کسی گناهکار است در نزد قانون باید جواب گوید. این جلسه آخران باید باشد رفیقان. برای نقطه گذاشتن جلسه آخران باشد. شای ما آمده، پاچای ما آمده، شای ما آمده، پاچای ما آمده، چای ما آمده، پاچای ما آمده. ما باشی اگر خواب نمیرک تا سهر. دولت من سراسیمش میدیسی یکان توی دیگر است. نه وای نکن دوست رو دیگر دیسی ارقاتی با جان میدیم اما جان ندیم جان نمیرم. رقص که گساله دبر دی دختره، رقص که مسافر دبر دی کمپیره. چی بنامه جنبانی به فکرم که خوابی باید دو جنبانی به کار بس میکلابی بطاری نتاری باید که جنبانی به کار بس میکلابی. مجنون به باغ میرفت لیلی سراغ میرفت، مجنون به باغ میرفت لیلی سراغ میرفت، مجنون به باغ میرفت لیلی سراغ میرفته.
همین مقصد که من حاضر رفتادم که در جمهوری وضعیت معتدل گردد و همین برادرکشی بس شود. اگر روی راست اقرار شدن در کار باشد میبخشند وکیلان مردمی جمهوری را. همه ما ششتگی ها من همیشه گناهکارای اساسی هستیم. به درجه همین حالت ما آوردیم. خلق بیچاره گناهکار نیست. وقتی رفیقان یک ملت خود با خود میزند هیچگاه لیدر پیدا نمی شود. Дальше встреча проходила в закрытом режиме. Как отметил Дмитрий Песков, Москва высоко ценит визит главы Таджикистана, который нашел возможность приехать, несмотря на печальное событие в семье – смерть старшего брата. Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что в преддверии предстоящего саммита СНГ и ЕАЭС стороны обменялись мнениями по важным региональным вопросам. тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо маҳалли будубоши хизматчони ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ ва шинос гардида бо ҳайати захираи сафарбарии минтақа расидан ба қадри ватан, миллат ва давлати соҳиби истиқлол ба ҷо овардани хизмати ватан ва ҳифзи марзу буми он мебошад. бонки хатар дар ҳамоҳангӣ бо қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ба хотири ҳифзи давлат ва таъмини ҳаёти осоиштаи мардуми он ҳарбӣ пуррагардонии сафҳои артиш бо афсарони касбиву кадрҳои баланд ихтисоси низомӣ ва баланд бардоштани омодагии ҷангии хизматчони ҳарбӣ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамоянд. зеро артиш ё худ қувваҳои мусаллаҳ дар ҳар давру замон барои ҳар як кишвари соҳиби истиқлол кафили бехатарӣ ва таъминкунандаи ҳаёти осоиштаи мардуми он ба ҳисоб меравад. баъд аз анҷоми гузашти низомии ҷузу томҳо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҳайати захираҳои сафарбарӣ суҳбат доир намуданд. зимни суҳбат бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳайати қувваҳои эҳтиётӣ изҳор доштанд ки чун захираҳои сафарбарӣ барои ҳимояи ҳар зарра хоки ватан доим тайёранд ва дар ҳама гуна вазъият бо гирифтани аввалин бонки хатар дар ҳамоҳангӣ бо қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ба хотири ҳифзи давлат ва таъмини ҳаёти осоиштаи мардуми он дар паҳлӯи сарвари ғамхори худ ва халқи шарафманди диёр қарор мегиранд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъд аз вохӯрию суҳбатҳои самимӣ бо афсарону сарбозон ва ҳайати захираҳои сафарбарӣ бо маҷмӯи мухталифи техникаҳои гуногуни ҳарбӣ ва силоҳу муҳимоти ҷангии ҷузу томҳои атрият шинос гардиданд. зимни шиносоӣ бо вазъи маишиву хизматӣ ва таъминоти ҳайати шахсӣ бо маводи хӯрокворӣ, сару либоси низомӣ ва дигар амволи шайъӣ президенти мамлакат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин сегодня динамично развивается во всех сферах сотрудничества. Россия – наш главный торгово-экономический партнер. Укрепляются связи в культурно-гуманитарной области. Особо хотел бы отметить наши тесные взаимодействия в сфере безопасности. Наши отношения развиваются в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ. Сегодня, уважаемый Владимир Владимирович, готов обсудить с вами наши сегодняшние и общем будущее наши двусторонние отношения, а также международные и региональные вопросы, которые вы тоже что затронули. Прежде всего, вопрос безопасности сейчас региональный вопрос номер один. С учетом заявления США о выводе ВОЗ, практически они уже больше половины вывели. И сразу после объявления обстановка внутри Афганистана резко обострилась. Мы имеем самые протяженности границы с Афганистаном. Это почти 60% от общей границы бывшего Советского Союза значительно доли Таджикистана. Вы знаете, что с очень сложным горным рельефом. 1300 километров? Больше 60% да, на доли Таджикистана. Большое спасибо. Я знаю, что и за приглашение участвовать как председатель ОДКБ, участвовать завтра в параде. Также хотел бы проинформироваться, как председательствующий юбилей саммит ШОС. Подготовка идет полным ходом, но с вами еще хотели некоторые детали обсудить. Ну и также готовится к проведению саммита ОДКБ в Душанбе. Большое спасибо. Председатель Маджлиса Нурмагомедов, премьер-министр, руководитель исполнительного аппарата, министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министр обороны, министр внутренних дел, председатель Государственного комитета национальной безопасности и посол Таджикистана в Кыргызстане. Министр чрезвычайной ситуации. Губернатор Башкирской области полковник Алимбаев. Директор пограничной службы полковник Артеев. Мы придаем важное значение вашему официальному визиту в нашу страну. Искренне заинтересованы в созидательном развитии двустороннего сотрудничества
наших стран, Таджикистан и Кыргызстан, конструктивно взаимодействуют на многосторонней основе. Готовы обсудить с вами состояние и перспективы всего комплекса наших взаимоотношений. Еще раз добро пожаловать. Нынешний визит президента Республики Таджикистан в Республику Узбекистан впервые проходит в статусе государственного. Это, уверены стороны, логическое продолжение тесного политического диалога, стремление лидеров стран поднять двухсторонние отношения на еще более высокий уровень, наполнив их новым практическим содержанием. И первым адресом, что посетил сегодня высокий гость, стала площадь Независимости, сердце Узбекистана. Президент Таджикистана. Орденом Эль-Юрт Хурматы президент Республики Узбекистан Мирзиёев. Эмомали Рахмон в сопровождении президента нашей страны Шавката Мирзиёева посетил предприятие «Артель», расположенное в столице, и ознакомился с производственной продукцией. Здесь в целях обеспечения населения качественными электробытовыми товарами, а также развития данной промышленности в Республике Узбекистан были созданы мощности по производству современной бытовой техники. Высокий гость ознакомился с деятельностью цехов. Специалисты рассказали об используемых технологиях и внедренных инновационных решениях. На сегодняшний день количество... Наша страна придает важное значение развитию многопланового взаимодействия с Кыргызской республикой. Необходимо серьезно заняться разработкой путей и возможностей использования незадействованного потенциала по развитию торгово-экономического сотрудничества и увеличению взаимного товарооборота. Должное внимание следует уделить культурно-гуманитарным связям. Таджикистан и Кыргызстан активно взаимодействуют на международных площадках.
прежде всего в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ и СНДА. Безусловно, основной вопрос наших отношений связан с делимитацией и демаркацией линии государственной границы. Многолетняя подвешенность этого вопроса убеждает нас в необходимости скорейшего нахождения взаимоприемлемого для обоих сторон решения. Последние инциденты на границе наглядно показали, что сторонам исключительно важно путем переговоров и с учетом баланса национальных интересов поступательно решать вопросы границы. Сегодня обуреваем чувством благодарности за то, что заслужил доверие моего дорогого народа и склоняю голову перед всем благородным народом Таджикистана за эту колоссальную искренность и веру, поддержку и доброе благословение отцов и матерей. Пожалуй, один из самых трогательных моментов инаугурации. Президент склоняет голову перед всем народом. Он поблагодарил каждого таджикистанца, отдавшего свой голос на выборах. К слову, в победе Эмомали Рахмона мало кто сомневался. Почти 91%. И это уже его 5-я подряд безоговорочная победа на выборах. Я хочу еще раз напомнить своему дорогому народу, детям, подросткам, молодежи и взрослым. Если вы помните, я на историческом заседании 16-й сессии Верховного Совета страны принимал присягу. Еще раз говорю и напоминаю, что я все тот Эмомали Рахмон. Это кадры с той самой исторической 16-й сессии Верховного Совета. Она проходила на севере республики, в Худжанде. В столице во время гражданского противостояния собрать депутатов было опасно. Все парализовано было, вооруженных сил не было. Одни формировали и били. В Таджикистане, пожалуй, нет ни одной семьи, которой не коснулась эта трагедия. Хаос, голод. Люди стремились покинуть родину. Многие укрылись в соседнем Афганистане. Миллион беженцев. В Кулябской зоне, в одной из областей, южных областей страны, голод. В Курган-Тюбинской области, это Золотая наша долина, пожары, разрушения, беженцы. Добраться до Худжанда было непросто. В каждом регионе стреляли, блокировали дороги и брали людей в заложники. Работники гостиницы, где остановились депутаты, тогда и представить не могли, что скромный постоялец из номера 423 уже совсем скоро возглавит республику. Мы говорим, что вас разместим в другой гостинице. Нет, говорит, вот здесь хорошее место, для меня удобно, я буду здесь жить. Для участия в сессии приехали 193 депутата из 230. Большинство из них отдали голоса за Эмомали Рахмона. Он выступил с речью, говорил, что называется, с чистого листа, без подготовки, от сердца. Предотвращение кровопролития, прекращение войны, обеспечение сплоченности нации – наши главные задачи. Молодой политик, на тот момент ему было всего 40 лет, не побоялся возглавить разрушенную голодную республику. И его первое выступление – это целый план действий, программа на будущее. Видеоролики с президентом в гостях сделаны непритязательно. Сразу видно, что семья для этого выбрана достаточно зажиточная. О неформальном общении даже речи не идет. Глава государства сидит во главе стола и ест, а хозяева сидят в СИЗах с правой рукой на груди, в знак уважения. Беседа также идет в одни ворота. Рахмон задает вопросы, люди четко и лаконично отвечают на них. Президент не забывает и о наставлениях. Нужно усердно работать, честно жить и делать запасы на зиму. Запасы делайте. Зима будет тяжелой. Продукты питания в первую очередь. Официально это всего лишь рутинные рабочие поездки Рахмона по стране. Но политобозреватель Азиз Нахибзода уверен, что налицо попытка воздействовать на электорат пиар-методами. Хотя предвыборная кампания еще не стартовала, Рахмон использует все возможности для повышения рейтинга у населения. А поход в гости к обычной семье должен создать главе государства имидж народного руководителя, уверен Нахибзода.
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Диалог состоялся в резиденции Бочаров-Ручей в закрытом от прессы режиме. Главы двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономической, политической и других областях. Ну а после سی 40% کارمندان باید هست. یکیش 10-15 تا خانه دارد. این درم رومین میره یکی ای فلانچا گمرو. دیرو قراتورا بعضن چای چی را دیدم یکی ای فلانچا گمرو. ایشکی ای کارمند انداز. او شای که در ورزالده ایش ای گمرو او ای فلانچا نباید تا نچرد چو بکن. کارمندانی گمرو خیزد نایجا. همه چی در دست شما است. بنادانی نزنید آن. اگر در کار باشد تلویزیون قطعی میخوازیه نه بگه تماشا میگیری. قصرهایی که ماشینهایی که نشان کن بچه های بیچاره نیستن. کار کنی پاک وجدانانه. منفعت ملت منفعت دولت از همه منفعت ها باید بالا گذاشته شود. شادیخانه کار کنین پاک وجدانانه کار کنین. نزد میکروفون اینجا بیام. کین شما؟ رجب زاده شهباز مظفر. چند سال شد کار میکنی؟ 1 سال و 8 ماه محترم جناب. 1 سال و 8 ماه؟ چند خانه داری؟ راست شگو. 3 تا محترم جناب. چند ماشین داری؟ 1 تا. 1 تا نه راست شگو. من دارم دستم ده. فهمیدم 2 تا من است 1 تاش از من است محترم جناب. 1 تاش به نام دیگر 1 تاش به نام خودت. چند سال میستد ماشین؟ چند زبانی خارجی را میدونی؟ 3 زبان محترم جناب. کجا را ختم کردی؟ دیپ اکادمی روسیه محترم جناب ولی دروغ میگوی ختم نکردی. کنسولش بله بله ختم نکردی دروغ نگو. بله ختم کرده نیستم محترم جناب ولی با سبب های پیشت کردم برای نداشتن سواد. خدمات نقلیاتی راه نیستم اینجا. وزیر نقلیات دعوت نکرده. کی است وای راه براش؟ ها؟ چند سال شد؟ همین روز از وظیفه آزاد شد. سابقه وظیفه شد. عموما راه تو وزیر راه من وزارت راه طرفی بدخشان ولی 1 سال نشده به استفاده دیدم. همین ماشینای کلام حجم تو میبینی میره اونجا با چشمات 80 تن اومده ایستاده است. در کدام دولت دنیای خیر است؟ 80 تن 60 تن بار دارد 20 تن وظیفه بار 80 تن. چی گپ است خودش؟ برای چی خدمات کردیم؟ غنیمت پدر و مادر داشتن در زندگی هر کسی دارد دولتی بزرگ است. لیکن مادر با سینه رحم می‌بین که شیر سفید پاک یا اینکه اذیتی کشیده است در وقت تولد یا که بیدار خوابی که در سری گواره مایده دای میگن چقدر خدمتی نکنیم از سرشان تیلاکی نریزیم. همه خدمتی ما در 100 سال در نزد مادر
با یک شب بیدارخوابی ها که سر گواه برآمد نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین بچه. کمالی امروزی دولتون تن ساعتون طلب امراداتون الهی و کمالی پیر برسیم بچه من چه ساعتون کنم علی شیر خدا خباتون بزن خدا خدیر و بارتون شود در صفی دیمونو بچن در ناب خدا دای بسر بلا بودن سجان و دیل فدایی یک مدعای مادر فتح و کشای شاره دستی دعای مادر سجان و دیل فدایی یک مدعای مادر فتح و کشای شاره دستی دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان انگیزه است شاید از الله های مادر انگیزه است شاید از الله های مادر گر بر فلک زنم سر تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر گردون صفا ندارد چشمش زیان ندارد گر در زمین نباشد نور و ضیای مادر گر در زمین نباشد نور و ضیای مادر سجان و دیل فدایی یک مدعای مادر فتح و کشای شاره دستی دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان انگیزه است شاید از الله های مادر انگیزه است شاید از الله های مادر جانم فدای مادر در پناه خدا دایم سربلند بگردیم Пословица, пожалуй, достаточно точно описывает отношения двух стран. По словам лидеров России и Таджикистана, по многим принципиальным вопросам позиции Москвы и Душанбе совпадают, что дает ощутимый результат. До официального старта переговоров, как рассказал Владимир Путин, он пообщался с Эмомали Рахмоном тет-а-тет, без камер. Этот разговор длился около часа. Основная тема обсуждения – экономическое сотрудничество. Говорили об этом. Мы благодарны нашим друзьям в Таджикистане, что они уделяют этому большое внимание. Все люди, которые там работают, приехали на работу.
Таджикистана чувствуют себя очень комфортно. Многие из них изъявляют желание там остаться, дальше продолжать свою трудовую деятельность. Установлено обязательное изучение русского языка в общеобразовательных учреждениях уже со 2 класса. Во многих дошкольных учреждениях воспитание ведется на русском языке. В 10 вузах функционируют факультеты русской филологии или отделения по специальности русский язык и литература. Еще одна важнейшая тема переговоров – обеспечение безопасности в азиатском регионе, в том числе и в связи с нестабильной обстановкой в соседнем Афганистане. Пребывание на территории Таджикистана зарубежного военного объекта России 201-й военной базы мы рассматриваем как один из ключевых факторов коллективного обеспечения региональной безопасности. Таджикско-афганский участок границы имеет стратегическое значение в плане обеспечения безопасности южных рубежей Содружества. Таджикистан, являясь буфером на пути распространения угроз безопасности, исходящих из этого направления, вносит свой вклад в дело эффективной борьбы с ними. Несмотря на то, что формат встречи не предполагал общения с прессой, из зала прозвучал вопрос на актуальную тему. Извините, что так внезапно, но просто вчера Петр Порошенко заявил, что в июне состоится встреча в нормандском формате. Якобы вы там будете. Вы собираетесь на такую встречу? Мне об этом ничего не известно. С нами это никто не обсуждал. По моем рабочем графике этого нет. Перед началом переговоров в Кремле Эмомали Рахмон отдал дань памяти героям Великой Отечественной войны. Он возложил цветы к могиле неизвестного солдата. В победу внес вклад и отец президента Таджикистана. Шариф Рахмонов был награжден 2 орденами славы.
с огромным отрывом опережает других кандидатов. По данным Центра избиркома республики, действующий глава государства набрал более 90% голосов. Остальные 4 претендентов на высший пост вместе получили менее 8%. Окончательные итоги голосования огласят в течение 10 дней. В Таджикистане завершились президентские выборы, итоги которых, как всегда, не преподнесли никаких сюрпризов. Победу одержал нисходящий вот уже 26 лет подряд с этого поста Эмомали Рахмон. Всем остальным кандидатам желаю, пожалуйста, проявляйте ваши... Я остальных кандидатов просто не знаю. Если хотите к власти, больше проявляйте внимание к народу, чтобы мы вас знали. Показывайте ваши дела. 68-летний Рахмон управляет нацией с населением 9,5 миллионов человек с 1992 года. Он переизбирался в 1999, в 2006, в 2013, набрав 96,9% голосов, затем 79,3%, 83,9%. И вот теперь в 2020 году по предварительным итогам выборов за Эмомали Рахмона проголосовало 90 и 92% граждан Таджикистана. Посмотрите в ближайшей республике, что творится. Мир, благополучие для меня это основное. Сторонники превозносят его за то, что он объединил нацию, сохранил в стране стабильность и взлет экономики, которая растет на 6% и более в течение последних 20 лет. Статистику смогла испортить только пандемия коронавируса, хотя Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение экономики в этом году лишь на 1%. И таджики, конечно же, рассчитывают, что президент справится и с этим. Я надеюсь, что будут увеличены там зарплаты и изначально, то есть будет большой фокус на образование медиков и будут подготовка кадров. Это касается, в принципе, не только медицины, но и всей сферы, потому что образование – это основы будущего процветания нашей страны. И еще люди помнят, как Рахмон своей политической волей и путем дипломатии сумел остановить 7-летнюю гражданскую войну в стране. В городе спокойно, мы приказ выполняем. Доказали, что у правительства есть достаточно силы, поэтому правительство всегда делает первые шаги, делает уступки, потому что это правительство, мы держим всегда курс президента на то, что было в Таджикистане мир и спокойствие. Противники обвиняют его в авторитарном правлении, устранении и изгнании из страны реальной оппозиции, политических конкурентов и насаждении культа личности. Он постепенно укреплял свою власть, продлевал и реформировал свои полномочия по результатам всенародных референдумов 1999 и 2003 годов. С 2016 года с него сняты ограничения на количество президентских сроков, а с 2015 года Рахмон носит пожизненный титул «Основатель мира и национального единства, лидер нации». Семья Эмомали Рахмона управляет главными бизнес-структурами Таджикистана, в том числе крупнейшим банком. Впрочем, президент Таджикистана, которого называют вечным лидером, разумеется, не всегда останется таковым. Годы возьмут свое. Но жители Таджикистана уверены, что первая семья государства намерена продлить свою правящую династию. Рахмон уже давно готовит себе преемника, сына Рустама Эмомали. На этом предприятии делают велосипеды. Большинство запчастей производят сами, но некоторые пока привозят из-за границы. Каждый месяц здесь будут выпускать 1000 велосипедов. Спрос большой, а стоят они меньше импортных аналогов, технологий, а также электронная библиотека. Здесь будут готовить специалистов по 6 средним медицинским специальностям. Рационально использовать землю стараются и на приусадебных участках. Глава государства зашел в дом к местному жителю Фуркату Косимову. Семья в теплицах выращивает овощи и бахчевые. Вот сейчас с одного участка земли люди получают по 4 урожая в год. Через пару месяцев можно уже собирать огурцы. Можно и к осени, и к зиме готовиться. 4 урожая и никакого фокуса. Сейчас некоторые говорят, что это невозможно. Возможно. Также Эмомали Рахмон встретился с сиротами и вручил им подарки в честь Навруза. Вера Исмаилова, Бахтувар Бахтов. Всегда открыты двери для соседей, друзей и гостей. Эмомали Рахмон приходит всегда, как только появляется возможность. С родной сестрой Мехмонгул они могут говорить часами, вспоминают веселое детство, беззаботную юность.
Моя сестра всегда разговаривает очень мягко и спокойно. Всех детей ласково называет Джон, что обозначает родной. Всегда Сироджидин Джон, Рубия Джон. Всегда нежно с ними разговаривала. Никогда не ругала их, если они даже проказничали. Благословение сестры – лучшее напутствие. Дела не ждут. Таджикистана посетил все цеха и пообщался со специалистами. Они рассказали Рахмону о возможностях производства. За сутки станки изготавливают около 100 тысяч пакетов. Всего их больше 200 видов. Сырьем снабжает Россия, Казахстан и Узбекистан. Теперь завод будет наращивать производство, а потом пакеты с национальным орнаментом планируют экспортировать в европейские страны. Вчера целый день ездил по стране. В порту Парижа Эмомали Рахмона встречают почетным караулом и государственными флагами Таджикистана и Франции. Все по протоколу. А это уже менее формальный прием земляков, которые сейчас живут во Франции. Все с национальным колоритом, музыкой и стихами. Среди встречающих скульптор Амри Аминов. Президент он демонстрирует свои работы, отлитые в бронзе бюсты великих ученых и поэтов Таджикистана. На это Амри вдохновили отечественная литература и язык. Таджики всегда стремились к познанию мира, и опыт этот отражается в науке, литературе, искусстве. Правительство Таджикистана считает культуру приоритетным направлением своей деятельности. Сегодня истинные шедевры таджикской классики, художественная литература, песни, научные трактаты известны всему миру. Флагами двух стран, а Эммануил Макрон тепло встретил Эмомали Рахмона во дворе. Говорили о самых разных сферах – от энергетики и транспорта до здравоохранения и туризма. В приоритете легкая пищевая промышленность, горнодобывающая и химическая отрасли, а также производство алюминия. Эмомали Рахмон пригласил коллегу посетить Таджикистан. Эммануил Макрон предложение принял с удовольствием. یک تن آموزگاری جوان خود را خوشبخت می حسابم که با امر تقدیر با شما پیشوای معظم ملت روبروی ساده حرف میزنم. اویلادور شدی؟ این زمان نه محترم جان. پیش ما بیا.
البته روزیش دان که من در آینده کسب خودم را دوام دهم. شما یک فشار احساس نکنید؟ در عین حال نه. عمرتان همه وقت در بحری بکنار به طویان آرامانه شکست ناپذیرانه شنا کرده به ساحل‌های مراد ارزها رفته بود. خانه پدر، مکانی که او به دنیا آمده است. اینجا همیشه چشم به راهش هستند. خویشاوندان امروز با شوق دیدار او به این خانه آمده اند تا همدیگر را ملاقات کنند. ناز بود، زمستان ناز نبود. زندگی چه؟ خبرگیری کی میره و؟ بیغر بینم نیست. Como é a sua vida? É isso, a sua vida. Já agora o texto? Já masma işte. Şurada geldim. Suratı zurtladı. به نظر می رسد که اضطراب باطنی دارد. این اضطراب بی سبب نیست. آخر او به دیداربینی دیگری آمادگی می گیرد. دیدار با همسایگان، با همکاران. می خواهد با آنها هزل و شوخی کند، همان شوخی های پیشین را. سلام علیکم. شما دید مرحبا بشیره شما دید خیلی مالی سلامتیون هست همسایه چیه همسایه بیو این کران خطی خوک کبار آوردی و خوک چیه سواری سری ما باشید ما این پرسیم دویم ما کراتر بودیم غام دادیم بویروی رایکال دست پراپکای راست دول منیز کاتی میگو که برای همین چیکن ما اینستروکتور خواجه شامونو میگو که این سفر گری بسیار رای کردیسه گذرانده است پیسته و ما گوشتی سای کاو روینا کردیسه برای گیر گردی سوسو وایش کن و حالا دیدار با کودکی، دیدار با جوانی، دیدار با آنهایی که همراهشان دانش آموخت. آنها تغییر نیافتند. او در میان این آدمان نزدیک عشق را شناخت، حقیقت را شناخت. نه خرسند خوب شدی که اومدی این کرد میگه من خود بخواهی دیگرو باره دیگرو بگو بیم چگه دیسه همه شما رو من دوست میدارم همه شما برای من عزیز هستید همه شما باور میکنین سر و صبح از مین سر آب همون همسیگی میداره هرچی آرزویی که این قلباتون داره هست هرچی آرزویی که داره پروردگار 18,000 عالم همونه نصیبتون کنه قبول سببگار خواندن من این مادر من است پدرم نمیمان تنها میمانم گفته مادرم گفت که از سن بچه‌م هم کار میکنم گاوتم نگاه میکنم اوقاتم میپزم پشاکتم میشم همش میکنم بچه‌م هم دابطه برواب خواند
модар чизи азиз аст. вақте ҳаст падару модар ба қадраш намерасӣ. ҳаст. ман ҳамиқа кардам, бо мегам ҳичи накардам. барои чӣ? ҳама чӣ дастамда буд. лекин модарма нигоҳ карда натонистам, падарма соз нигоҳ карда натонистам. барои чӣ? ҳозир месам кӯдакома мегум, набироама насиҳат мекунам ки шукрона кунед. мара нигоҳ накардем, модаратона нигоҳ кунед, дуо бигиред, нигоҳ кунед. ҳамин аст. ҳама мода дахл дорад. калон шидем, падару модарро вай мекунем. пир шиди, як рӯз месенди, битонем хабар мегирем, не? дуои неки падару модарро гирифта накун. ман 12 сол падарама дар бистари, дар беморӣ хона нигоҳубин кардам, модар ман нигоҳ мекард. калон. ҳозир чизе гуфтам, ман ҳаётӣ мегӯям. аз ҳеҷ як чӣ мекард, таваққуда болои дастахонда мемонд, шиками моро сер мекард. бисёр заҳмат кашидан. 7 ятими аз акоҳо додарош мондагӣ тарбия кардан, ба воя расондан, хонадор кардан. дар замони ҷанграфтагӣ меҳнат мекардам, кор мекардам. дар оилаам, дар хоҷагиам кор мекардем то вақти чӣ доштанд. бораи ҳамин иззати эҳтироми падару модар бисёр муқаддам. нарен ҳаҷ. ҳаҷ дар дари хона монд. чо мерен ҳаҷ? ҳар фарде ки дуои неки падару модара гирифта бошад, ҳаҷаш қабул аст. хизмати падару модар. куҷо мерем? инами бом мегӯям, 30 соли моам як ҷо қариб расид. ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ ҳолат ҳамина фаромӯш накунед. ҳар ман вақт надорам, ман серкорам. фарде ки модару падару дӯст медорад, соатша меовад, дидорбинӣ мекунад, кӯмак мекунад, дастгирӣ мекунад, табобаташ мекунад, ғамхориш мекунад. мо фаромӯш накунем, модар моро ҳаст карда ба дунё. пайғамбарам модар ба дунё. аз домони поки модар омадааст ба дунё. ба ин қадар мартабаи пайғамбарӣ расидааст. аз осмон начакидааст. кардем тӯҳфаи ман бисёр зебо ва кардааст. қариб асл пайдоштам. дасту панҷара бинед, кор мекардам. аз мардам бисёр вай кор кардам. сахт. ҳеҷ чӣ дунё ягон чӣ нагуфтааст. ягон чизи на тангаву тиллову накош. як чизи фақиронаи вай доштан, суҳбат вай мекардан, дуо медодан, суҳбати ҳам хеле гап мезадан. як академик аст. маслиҳатҳо вай мекардан, чамихел модар хуб аст. сухане ки модар ба фарзанд мегӯяд, на занат мегӯяд, на духтарат мегӯяд, на писарат мегӯяд, на набера ягон каси дигар. ба фарзанд 100 барои модарат бошад, барои ӯ ту кӯдакӣ, ту фарзанд ҳастӣ. ҳамин ки суханои мегӯяд, ман нашидам ӯ суханое ки ман аз модар шунидам. мегӯяд. барои минам нисбат ба падару модар бисёр. агар падару модар намешид, мо набудем дар дунё. набудем. саломат бошед. Abrimando
имрӯз барои ман лаҳзаҳои аввалини қадамҳои аввалини ҳамчун ба вазифаи раиси ҷумҳур аст. дар ин вазифа дар ин рӯзҳо барои ман ҳам мушкил аст, лекин боварӣ дорам ки бо дастгирии халқи Тоҷикистон, миллати азизам, аз ин рӯзҳои сахта мебароем. ман сари таъзим ба назди пои мардуми Тоҷикистон, халқи Тоҷикистон фуруд меораму ва мегӯям то ки бошам барои миллатам, барои халқам, барои давлатам хизмат мекунам. аввалин маротиба мардуми Тоҷикистон, миллати тоҷик, халқи Тоҷикистон қонуни асосии худро, конститутсияи худро бо дасти худаш қабул кардааст. ин асрҳои аср дар таълиқи давлатдории Тоҷикистон саҳифаи нав кушода шуд ва абадӣ хоҳад монд. Молоко закупают у местных жителей. После проверки в лаборатории его перерабатывают в огромных трехтонных котлах. В сутки здесь могут производить от 5 до 10 тонн молока. Президент запустил еще и первую очередь птицеводческой фермы. Здесь выращивают цыплят-бройлеров. Всего за 40 дней они достигают в весе 3 килограммов. Из них можно делать бутерброды. Теплая беседа. С сельчанами президент поговорил о целевом использовании земель, получении 2-3 урожаев в год и об увеличении производства. Это приблизит достижение сразу 2 стратегических целей – продовольственной безопасности и индустриализации страны. Вера Исмаилова, Бахтувар Бахрулозада, Мир-24. Будут жить сотрудники Госкомитета национальной безопасности республики. Президент вручил ключи и зашел к новоселам поздравить. А неподалеку от новостроек глава государства заложил первый камень, фундамент еще одного 16-этажного жилого дома. А добираться домой жители многоэтажек будут на новых автобусах. Их собирают на этом заводе. Запчасти заказывают в Европе и Турции. Они качественные и с гарантией. В год могут выпускать до 300 машин. Президенту показали новые модели с кондиционерами и системой отопления. Кроме того, автобусы адаптированы для людей с ограничениями по здоровью. Узнать маршрут и другую информацию можно на специальных мониторах. Это тоже новый транспорт – троллейбусы из Беларуси. Здесь их 69, а в ближайшее время привезут еще 31. Они экономичнее на треть и 15 километров могут проехать на аккумуляторах. Удостоверение и знак – это президентские символы, обозначают силу, мощь и славу страны. Вновь избранному главе государства по традиции их вручают председатели Центральной избирательной комиссии и Конституционного суда Таджикистана. Положив правую руку на Конституцию, приносит присягу. Она не первая в его политической карьере. Но, как и прежде уверил Эмомали Рахмон, все будет направлено во благо народа. Я, как президент, принимаю присягу, что буду защищать Конституцию и законы республики, гарантирую обеспечение прав, свободы и достоинства граждан, буду защищать территорию, политическую и экономическую независимость и культурные ценности Таджикистана и преданно служить народу. Речь президента, точнее планы на ближайшие 7 лет, слушали более 300 человек. Члены правительства, депутаты, руководители дипмиссий, ветераны войны и труда, представители общественности. За церемонией следили и все таджикистанцы. Она транслировалась в прямом эфире. Поэтому основные вопросы, тяжелую наземную технику в параде не задействовали, как и авиацию. Военнослужащие всех родов войск прошли ровными рядами пред главой государства. Более 50 коробок по 150 человек. Зарина Абдуназарова, Абубакар Файзулоев, Лутфуло Самадов, Парвиз Манонов. Мир-24. Эмомали Рахмон возглавляет страну 28 лет. Несколько регионов. Президент лично приехал, чтобы дать старт строительству. Для местных жителей это настоящий праздник. Бездорожье и объездные пути рассчитан на 3 этапа до 2023 года. Его общая стоимость более 380 миллионов долларов. Это вклад Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и правительства Таджикистана.
Сегодня мы дали старт проекту строительства дороги Рагун-Обигар-Нурубот, которая является одной из важных составляющих созидательных планов правительства страны по развитию районов Ражской долины и Горно-Бадахшанской автономной области. Этот проект является продолжением начинаний государства и правительства страны по превращению Таджикистана в транзитную страну. Согласно проекту, который запустили сегодня, построят и реконструируют 70 километров автомобильных дорог местного значения. А в ближайшее время начнут программу, благодаря которой этот край соединят с Горно-Бадахшанской автономной областью. Люди умирали за очередь на хлеб ежесуточно в городе Кулябе по 3-4 человека. И ждали. Ежедневно ждали. Молили Богу, молились, чтобы не портился погода. И ежесуточно из Термеза именно помощью многоуважаемого Ислама Абдуганевича и народ Узбекистана было ежесуточно отправлено в Куляб 17 вертолетами мука. Вот дети считали, когда летели вертолеты, считали, если сегодня приземлится 17 вертолетов, то значит хлебзавод работает. То что они не умрут с голода. Активно строятся дороги, гидроэлектростанции, развивается сельское хозяйство. Белорусские машины необходимы. Президент пригласил местных специалистов в Таджикистан. Те конструктора, которые работали над БелАЗом, пускай изучают, но никаких секретов нет. Совместные предприятия можно создавать в разных регионах. Одно из них уже работает в городе Гисар. Объемы производства тракторов для республики следует увеличить, подчеркнул президент. Ведь территория Таджикистана – это площадка для дальнейшего продвижения белорусской техники в соседние Афганистан и Пакистан. Белорусские специалисты готовы. Сегодняшний день Минский тракторный завод на рынок Таджикистана поставляет порядка 6 моделей тракторов. За 2018 год мы достигли достаточно значимых успехов, поставили более 400 единиц техники. На этот год у нас запланировано расширение как линейки, так и увеличение этих объемов. Аграрный сектор, пожалуй, один из самых перспективных. На агрокомбинате Дзержинский президента Таджикистана встречают по всем традициям белорусского гостеприимства. Здесь разливают молоко экстра-класса. Эмомали Рахмону показывают производство. В компьютере личная карточка коровы. Когда родилась, когда отселилась и сколько дает молока. 2 совместных предприятия сейчас строятся в Таджикистане. На 2 совместных предприятиях по переработке молока в городе Душанбе и в городе Гисаре заканчиваются пусконаладочные работы. И думаю, что первая продукция этих перерабатывающих предприятий в начале 2020 года будет на прилавках магазинов. Эмомали Рахмон предложил создать совместный крупный комплекс и внедрять белорусский опыт развития животноводства в Таджикистане. Новая автотрасса состоит из 3 уровней. На 2-м круговое движение, на 3-м мост с востока на запад. Его длина 125 метров. Также построили 4 подземных перехода. Освещают эстакаду фонари на 120 столбах. Дорога покрыта асфальтом с добавлением химического вещества. Такой состав используют в Таджикистане впервые. Специалисты говорят, покрытие более долговечно, его срок службы больше на 5 лет. Сейчас в республике идет строительный бум. К 30-летию государственной независимости возводятся тысячи объектов. Потребность в качественных стройматериалах колоссальная. Раньше те же гвозди и шурупы в основном покупали за границей. Буквально в 2 шагах еще один завод. Президент осмотрел цех по переработке и производству бумажной продукции. Ежемесячная мощность – 50 тонн сырья.
Новые заводы и фабрики открывают и в других городах и районах республики. Об электроэнергии можно не беспокоиться. Строят ГЭС, протягивают ЛЭП. Например, в Худжанде сегодня глава государства запустил электрическую подстанцию на 110 и 10 киловольт. Оборудование закуплено в России, Азербайджане, Турции, Казахстане и Китае. Больше проблем не должно быть в городе. Необходимо вести серьезный контроль за качеством снабжения электроэнергией. Есть место и веселью. Для жителей сразу несколько фестивалей. Праздник дыни, тыквы, винограда, меда и плова. Почетный гость – президент Эмомали Рахмон. Гордиться есть чем. Урожай настолько богатый, что увеличили экспорт. За полгода отправили за границу 195 тысяч тонн сельхозпродукции. Это почти на 25 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Больше стали получать и меда. На праздники весь ассортимент. Маточное молочко, пыльца, мумиё. Здесь и луговой нектар, и горный. Попробовать можно все. Были лечебные и основной корпуса, спортивные конференц-залы и даже амфитеатр на 560 мест. Президент осмотрел все. Пообщался с врачами, поинтересовался об особенностях лечения. Раньше здесь работало всего 60 человек, а сейчас 300. Еще одно нововведение – меню. На основе лекарственных трав и ягод готовят кислородные коктейли. Этот, например, желчегонно-витаминный. В составе шиповник, барбарис, солодка и горная вишня. Мы готовим оксигеновые напитки. Это полезно для нервной системы при сердечно-сосудистых заболеваниях, улучшает сон, укрепляет иммунитет организма. Повысить содержание кислорода – это естественный способ избавиться от гипоксии. Это быстрый и эффективный способ всегда держать себя в тонусе. Иловая грязь, азокерит, нафталан. С ними принимают ванны и делают обертывание. Но главная ценность санатория – вода. Еще в 1935 году прошлого столетия здесь, на глубине 1800 метров, обнаружили теплую воду. Ее исследовали в Москве. Заключение – вода целебная. Сегодня сюда с подарками приехал президент. Малыши по-детски непосредственно называют его дедушкой. В 80-х годов прошлого столетия. Сейчас его не только отремонтировали, но и оснастили современным оборудованием. Лаборатории, библиотека, актовые и спортивные залы – все для учебы и развития. Почти все новые объекты социальные. Например, комплекс здоровья матери и ребенка. Диагностировать, лечить и оперировать здесь будут на новейшем оборудовании. Есть даже собственные клинические и биохимические лаборатории. Здесь будут практиковать народную медицину, лечение целебными травами. Воспитание здорового общества является одним из самых важных задач современности. В данном направлении в нынешнем году в районе было введено в эксплуатацию здание 5 центров здоровья, и 3 здания находятся в стадии завершения строительных работ. Кроме того, в районном центре поселке Гончи и в окрестных селениях открыли водопровод. С этого момента более 20 тысяч жителей получили доступ к чистой питьевой воде. Благодаря главе государства мы теперь будем получать бесперебойно экологически чистую воду. Для этого нам провели линии водоснабжения, построили 2 водохранилища и вырыли скважины. На улицах президента встречают музыка и аплодисменты. туризме. Товарооборот между странами растет. За первые 9 месяцев с начала года он превысил 130 миллионов долларов. Еще 2 новых документа о сотрудничестве представители стран подписали по итогам встречи. Меморандумы касаются снижения риска природных бедствий и управления водными ресурсами в Таджикистане.
Эмомали Рахмон провел и двусторонние встречи. На переговорах с президентом международной компании говорили о промышленности. Алюминиевые компании двух государств за последние 12 лет произвели торговые операции более чем на 4 миллиарда 700 миллионов долларов. Объемы будут увеличивать. Ток современный сегодня дело куда более тонкое, чем могут себе представить на других континентах, и куда сложнее, чем многим кажется. Эмомали Рахмон 23 года, бессменно у власти. Опросы общественного мнения в республике и сейчас показывают рейтинг традиционно немногим ниже 100%. День независимости республики, 26-я годовщина. Праздник на всю страну. Десятки тысяч человек участвуют в грандиозном шоу. Президент обращается к народу. Достижения нашей любимой страны за этот короткий исторический промежуток времени являются ярким свидетельством того, что наш народ с высоким, созидательным и цивилизованным чувством, преодолев все трудности, всегда стремится к прогрессу во имя облагораживания и развития. Ему аплодируют стоя. К своим 65 Эмомали Рахмон вот уже 2 года в новой, дополнительно учрежденной должности в Таджикистане. Полное наименование титула – основатель мира и национального единства, лидер нации. А достижения в цифрах каждый совершеннолетний таджик знает. После распада СССР Таджикистан был одной из самых бедных стран в СНГ. Гражданская война, в которой погибло от 60 до 150 тысяч человек, принесла ущерб в 7 миллиардов долларов. Это 18 годовых бюджетов. Без малого 90% населения за чертой бедности. За годы у власти Рахмон сократил эту цифру в 2 раза. Лидер нации Эмомали Шарипович Рахмонов, третий сын в многодетной семье ветерана-фронтовика. Служил на Тихоокеанском флоте, в 70-х выучился на экономиста. Потом в трудные перестроечные подымал сельское хозяйство в республике. С 92-го в политике. Сначала депутат Верховного Совета, потом возглавил правительство. С 94-го президент Таджикистана. В ноябре 2013-го на президентских выборах он 4-й раз занял кресло главы республики. А в 2015-м ратифицировал закон, позволивший ему пожизненно занимать должность президента. Год спустя таджикистанский лидер вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира. Еще раз приветствую. В 2012-м визит его российского коллеги Владимира Путина совпал с 60-летним юбилеем Рахмона, а еще с новой вехой международного сотрудничества для укрепления безопасности на постсоветском пространстве. Среди целого ряда документов был подписан стратегически важный. Российская военная база останется в Таджикистане до 2042 года за символическую плату. Ну а сегодняшнюю дату, 65-летие президента, в Таджикистане будут отмечать еще несколько дней. Поздравления и подарки в адрес главы республики прибывают со всего мира. چی قدر سرطلب باش سپارشاتا نظارت کن تو جوان هستی بین یا جوان هستی من سین سال شما نکنون بعد دایرکتور سوخاز تعیین شدم تو گوشه نیستی تو را یگان کس فشار آورده نمیتواند تو دا یگان کس نمیگه این مسئله گرفته این شد که این شدی من برایم تعیین کردم اگر کسی دیگر میشه دیگه مردم نرخ نوار ارزان کن تامینات نصب کن سطحی بالا نقلات وایرود برخش باشد در معاشرت معامله هیچگاه با دغلی راه نتی زبانی پاکیزه داشته باشد ابیده در خانه
соҳибкор накун, ресторан нарав, дар хона як иштирокчӣ, як кампир, як бевазан бурав. аз ҳама беҳтарин чизе ки ҳамун сандуқ кашда бошад, дастҳо мерон дар пешан мемонад. ифтихор мекунад ки раис шаҳр хонаи ман дар омадад. муваффақият. Ташаккур ҷаноb. барои кор. قریب 4 سال من 4 کвадратам аз зидаи 2 ба 2 бидем кровати хоб, бидем як курсӣ нишаст дошт, як ҷои дастфурӯшӣ. ҳаминҷа чанд бор тирборон кардам. раҳмати калон ба ёд овардем як лаҳзаи саҳифаи таърихи қадимаро. ҳамин аст. агар аз об намекашидем, имрӯзода намерасидем. ҳоле ин ҷои хоб чанд бор терак карданд. дар шаҳри хуҷанд назди театри камоли хуҷандӣ 75 кас ярадор шуд, аз он ҷумла худи ман. 2 кас вафот кард, 2 кӯдак. аз халқҳои вай то ҳозир дар по мондагӣ аст. 6 маротиба тақдир дар Бадахшон, агар ба ёдтон бошад, ман гуфта будам, ман барои сулҳу ваҳдати миллии мардуми тоҷик ҷони худро нисор мекунам, лекин сулҳро ба Тоҷикистон меорам.
برای چی ما نوروز را جشن میگیریم؟ یک سببش دائما من تاکید میکنم، این تازه کردن قلب ها، همه سیاهی تاریکی و اون چیزهایی که بد بود در سال کهن ما گذاشتیم روز 21 تا ساعت 12 شب و از روز اول به سال نو به روز نو با دل و نیت پاک سفید قدم گذاشتیم. انا که خاصیتش همین است که خورسندی کردن در کار، شیشته قوق انداختن در کار نیست، همه باید خورسندی کنند. خورسندی کردن ما در کار که سالی نو، سالی خورشیدی باشد، سالی خرمی باشد، سالی با فیض و برکت بیاید، سالی بخت و سعادت باشد. برای همین هم میگه در نوروز باید همه خورسندی کنند، کنار دور کرده خورسندی کردن ما در کار. این برای کل مردم تاجیکستان از خود تا بزرگ. یک جا تشکر، ماه مرد خودش ماه نوروز است. خدا کند که هر روزی خلق تاجیکستان مثل همین روز نوروزی باشد. برای این زحمت کشیدن ما در کار، خواندن در کار است. خب وطن ما بنیاد کنیم، آباد کنیم، سازیم و به نسل‌های آینده یک ملک آباد از خود میراث گذاریم و در عرصه بین المللی باز هم آبروی دولت و ملت تاجیک بلند برداریم. نوروز مبارک باشد هموطنان عزیز. احسن، سلامت باشید. آفرین.